Серия книг «След татар в истории». Книга вторая. Лицо казанской национальности. Загадочная смерть Василия Сталина. Недавно на одном из российских телеканалов вновь крутили сериал о Василии Сталине. Как известно, сын вождя народов окончил свой жизненный путь в Казани. Но об этом в киносериале говорится очень кратко, только в заключительном эпизоде. Постараемся заполнить этот пробел. Итак, загадочная смерть Василия Сталина. Существует 3 версии смерти Василия Сталина, и все они связаны с Казанью. Первая – самоубийство, вторая – убит в пьяной драке, о чем рассказывает Серго Берия в книге «Мой отец» Лаврентий Берия, и, наконец, Светлана Аллилуева, сестра Василия Сталина, считает, что к смерти ее брата причастна его последняя жена Мария. Но какая Мария? Писатель Станислав Грибанов в книге «Заложники времени» описывает, как в Казани Василий встретил свою последнюю любовь, которую он ласково называл Маришей. «Материально мы жили очень скромно», — вспоминает Мариша. Василий получал пенсию 300 рублей, из которых 150 отсылал первой жене. И еще мой оклад. Вставал он всегда очень рано, шел на кухню, готовил завтрак, из дома никуда не выходил, только пенсию получать ездил в КГБ на Черное озеро, да и то всегда вместе со мной. Его ни на миг не покидало предчувствие, что его заберут. Мария Николаевна – сотрудница одного из казанских вузов. Она просила не называть ее фамилию, поскольку с Василием Сталиным не была официально зарегистрирована. Была у Василия еще одна подруга по имени Мария – Мария Игнатьевна, которая приехала вместе с ним в Казань из Москвы, оставив там пост медсестры в клинической больнице номер 23. В отделе кадров ОАО «Эликон», как раскопала одна из казанских газет, уже почти 40 лет хранится персональная карточка второй жены Василия Джугашвили, Марии. Уточним, не второй жены, а третьей. У опального генерала Василия Сталина, включая обеих Мариш, было 4 жены, но только с одной из них, дочерью маршала Тимошенко, он состоял в законном браке. Хотя некоторые исследователи утверждают, что и с первой женой у него был зарегистрирован брак. Соперница дочери маршала Тимошенко, Капитолина Георгиевна, 19-кратная чемпионка страны по плаванию, остававшаяся по утверждению писателя Сухомлинова верной Василию до конца дней своих, увы, считалась невенчанной. Светлана Аллилуева люто ненавидела одну из жен своего любвеобильного братца, а именно медсестру Марию Нусберг. О том, что она была платным агентом КГБ, вспоминает она, знали и предупреждали меня в институте Вишневского, где она работала и где Василий лежал некоторое время на обследовании. Он был тогда только что освобожден Хрущевым из тюрьмы и болел язвой желудка, сужением сосудов ног и полным истощением. Там его и обворожила, в кавычках, эта женщина, последовавшая затем за ним в Казань, где она незаконно вступила с ним в брак. Незаконно, так как мой брат не был разведен еще с первой своей женой. Конец цитаты. Родственники Василия Джугашвили считают, что его смерти причастна жена-медсестра агент КГБ, сделавшая ему смертельный укол. Когда он приехал в Казань, то увидели Василия в луже крови с синяками на руках и ногах.
Но все эти версии — самоубийство, пьяная драка, смертельный укол — серьезные исследователи подвергают сомнению. Жизнь и смерть известных людей всегда обрастает слухами и легендами. Я, наверное, первый, кто увидел своими глазами акт смерти и документы расследования, из которых следует причина смерти Василия Сталина, заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» 9 мая 2001 года военный историк, полковник юстиции в отставке, писатель Андрей Сухомлинов. Причина, как свидетельствует медицинское заключение, банальна — перепой. Бывшие соседи Василия Иосифовича рассказывают о нем совершенно противоположные вещи. Одни вспоминают, что в Хрущевке по улице Гагарина, 105, в скобках замечу, что автор этих строк когда-то в годы своей юности жил, практически в соседнем доме по улице Гагарина в Казани. Итак, по улице Гагарина, 105, где жил Сталин, захаживало много гостей. Без бутылочки, как правило, не обходилось. Случались и затяжные попойки. Другие утверждают, что ссыльный генерал вел уединенный образ жизни и пил мало. Вообще, можно сказать, не пил, и был образцовым семьянином. Владимир Шухрай приводит любопытный эпизод своей книги «Сталин. Правда и ложь». Вождь, сурово посмотрев на Джугу, Джуга — это генерал был такой, Сталин произнес: «Да, вот еще что. Займись Василием, он тебя любит и по-настоящему уважает. Попытайся отучить его от пьянства». Вздохнув, Сталин добавил: «Ведь пропадет человек». Конец цитаты. Генералиссимус оказался провидцем. Его сына действительно сгубила водка. После смерти вождя всех народов Василия посадили. Как потом говорили, ни за что. Сын якобы пострадал за грехи отца и вообще много знал, вот его и убрали, чтобы не путался под ногами. Но есть материалы официального расследования и собственные признания арестованного. Василий Сталин, будучи командующим ВВС Московского военного округа, говорится в его уголовном деле, присвоил 69 тысяч рублей государственных средств путем издания фиктивных приказов о награждении сотрудников ВВС Московского военного округа денежными премиями на оборудование принадлежащей ему дачи, незаконно из средств ВВС Московского военного округа израсходовал около 2 миллионов рублей. Общая сумма средств ВВС Московского военного округа, незаконно израсходованных Василием Сталиным, составила около 20 миллионов рублей. Правда это или нет, кто ж теперь разберет? Правда то, что тогда все воровали. Сам Джугашвили в ходе следствия по делу показал: используя свое служебное положение, игнорируя советские законы и обманывая руководство военного министерства, я разбазарил крупные суммы государственных средств на мероприятия, не вызывавшиеся никакой необходимостью для боевой подготовки веренных мне воинских подразделений. Своим недостойным поведением, выражавшимся в систематическом пьянстве, сожительстве с подчиненными мне по службе женщинами, различного рода скандальных происшествиях, получивших широкую огласку, я фактически дискредитировал себя как командующий округом. Дагаев и Соколов приобретали для меня в Германии за валюту в больших количествах различные ценные вещи, материалы на десятки костюмов, несколько комплектов ценных сервизов и много других предметов домашнего обихода, счет которым я потерял. Чувствуется, что признание подследственный давал под нажимом. Мы ведь теперь знаем, как выбивались тогда признательные показания.
Но в данном конкретном случае последственный вряд ли на себя очень сильно уж наговаривал. О разгульной жизни Василия Сталина известно и из других источников. По воспоминаниям сослуживцев, генерал месяцами не появлялся на службе, в соединениях и частях округа почти не бывал, приказы военного министра и главнокомандующего ВВС не читал, издававшиеся штабом ВВС МВО приказы не подписывал, скрывал от военного министерства факты нарушения воинской дисциплины и чрезвычайных происшествий в соединениях округа. Сталин, конечно, догадывался о художествах сына, но ему боялись говорить всю правду. А когда отец умер, ничто не помешало возбудить уголовное дело, в котором, кстати, не было ни одного политического эпизода. 2 сентября 1955 года Василий Иосифович Сталин был осужден на 8 лет. Его выпустили досрочно, ввиду обострившейся болезни. Но скоро вновь арестовали, на сей раз по политическим мотивам, за попытку обратиться в китайское посольство с просьбой разрешить ему переехать на жительство в Китай. Вместо Пекина Василий Сталин угодил в Казань, где и умер 19 марта 1962 года. Умер естественной смертью от острой сердечной недостаточности на фоне алкогольной интоксикации. Так записано в документе, который хранится в материалах уголовного дела. По указанию председателя КГБ Семичастного было проведено глубокое расследование. Имеется акт патологоанатомического исследования, утверждает военный историк Андрей Сухомлинов. Хоронили Василия Сталина, по свидетельству очевидцев, скромно. Присутствовали только близкие родственники и несколько десятков любопытных зевак. Хотя его сестра Светлана Аллилуева пишет о громадной толпе, сравнимой едва ли не с гигантской давкой во время похорон в Москве ее отца. Но это очередной миф вокруг имени Василия Сталина, которых расплодилось несчетное множество. Например, говорят еще, что могила Сталина, Василия Сталина, на Арском кладбище сегодня якобы пуста, тело украдено. Но эксгумацию по этому поводу, кажется, проводить никто не собирается. Пусть мертвые спят спокойно, а живые хранят о них память, ясную и неискаженную.